Я расскажу о тенотене и фенибуте. Я их объединила, потому что их часто приобретают с целью лечения детей. Тенотен – это чистой воды гомеопатия. У нас с начала 2017 года гомеопатию признали лженаукой. Терапевтическое действие гомеопатических средств обусловлено эффектом плацебо. Производителю очень выгодно скрыть, что это всего лишь гомеопатическое средство, а официальная инструкция к тенотену – это отличный, потрясающий пример того, как можно умело замаскировать гомеопатическое средство. И в показаниях к назначению у него неврозы, психосоматика, органические поражения головного мозга, стресс. Получается вот такое универсальное средство. Для увеличения коммерческой выгоды был даже создан детский тенотен. Он отличается от взрослого лишь большим разведением активного вещества. Его предлагают использовать для лечения чуть ли не всех детских патологий, начиная от страхов до СДВГ. Конечно же, ни одна мировая серьезная организация, это ВОЗ, FDA и другие организации, контролирующие оборот лекарств, не слышали об этом препарате. Вывод тут один: препарат бесполезен. Фенибут. Препараты гамма-амино-бета-масляной кислоты. Это фенибут, ноофен. Если верить производителю, оказывают ноотропное, транквилизирующее, психостимулирующее, антиагрегантное, антиоксидантное действие. Назначается детям для адаптации к детскому саду, для лечения тиков, заикания, энуреза, кинетоза, это укачивание в транспорте, для стимулирования речи и психологического развития, при нарушении сна, при истериках, при различных поведенческих расстройствах. В период сессии у студентов фенибут уходит пачками. Препарат назначается взрослым при тревоге, астенических состояниях, при неврозе навязчивых состояний, при психопатии, головокружениях, глаукоме, бессоннице, лечении алкоголизма и делирия. Согласно аннотации, у фенибута практически нет побочных эффектов, только сонливость, тошнота. Даже аллергических реакций не указано. Но если мы начнем искать информацию не по торговому названию, а по действующему веществу, то увидим уже более внушительный перечень побочных эффектов. Если посмотрим, что думают наши коллеги из развитых стран о разработке советских ученых, то в США фенибут не одобрен FDA и не является лекарством, не продается в аптеках и не выписывается врачами. Может быть приобретен только в интернет-магазинах как БАД, биологически активная добавка. В Австралии с 2018 года фенибут относится к ядам 9 класса. Нет каких бы то ни было клинических исследований препарата, которые бы соответствовали общепринятым стандартам современной медицины. Но даже в исследованиях, которые есть, которые доступны только на русском языке, и это затрудняет их анализ для западных коллег. В настоящее время в Америке и Европе также предложено пересмотреть правовой статус этого препарата, потому что в отличие от препаратов пустышек, которые часто назначаются при тех же заболеваниях, что и фенибут, препарат действительно работает. Это так. Это не пустышка. Вопрос в том, что не было проведено ни одного качественного исследования этого препарата, а значит, мы не знаем, как его дозировать, каких побочных эффектов и на каких дозировках ожидать, как отменять, каким по продолжительности должен быть курс лечения. Соответственно, меня как врача научили руководствоваться принципом «не навреди», поэтому я не могу игнорировать сообщения о возможной зависимости от препарата и синдроме отмены. И сразу отвечу на вопрос, чем же тогда лечить детей. Действительно, не так много по-настоящему действенных средств, которые мы можем применить к детям. Но тут точно не стоит руководствоваться навязанной рекламы, особенно когда она навязывается так активно, а лучше консультироваться со специалистами.